Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. Благотворительность как нравственный долг. Эти пакеты загружают в машины и отправляют по адресам. Помощь доходит до каждого. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать помощь нуждающимся. Студенческий десант. У этих бойцов есть много интересного, что можно продемонстрировать и рассказать молодому поколению. В рамках всероссийской акции студенты посетили спецполк полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова. Вне цивилизации. Даже не имея всех современных удобств, можно насладиться прекрасными видами. В древнем селении Хой развивают дикий отдых. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать масштабную благотворительную помощь нуждающимся жителям. Сегодня в очередной раз в населенные пункты республики были доставлены продуктовые наборы, которые передали каждой нуждающейся семье. Медина Мударова об акции добра, ставшей традицией. Хлеб и мясо птицы. Так выглядит продуктовый набор, который получили нуждающиеся семьи. Эти пакеты загружают в машины и отправляют по адресам. Помощь доходит до каждого. Благотворительная акция вновь радует жителей. Традиционно ее проводит региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Перед тем, как развозить продукты, заранее составляют списки. Адресов всегда много. Каждый пакет – это чья-то улыбка. Имани Несиевна старается принести чуточку добра в каждую обездоленную семью. Жители города Аргун благодарят за регулярную поддержку руководителя фонда и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. أحمد حاجين تير أشدق من لاش تير دا قوبو ساغل شو زندير دا سايل رغم غير شو مش تشونتون كيس يحر دا قوبو سايل غير كان غدي شول دا ميلي دلي رمز عاجي ساغ يشدو وأخل تنخ صندوق ناقص تلاخل إيشو ديريس خل سولارنا. Продовольствие получают и семьи участников специальной военной операции. Фатима Матаева – вдова. Мужа Артура Мацаева не стало во время прохождения службы на территории Украины. Посмертно ему присвоено звание Героя Чеченской Республики. Их семью никогда не обделяли вниманием, делится женщина. Благотворительная организация протягивает руку помощи как жителям равнинных, так и высокогорных районов, даже самых труднодоступных населенных пунктов. Для местных это огромная поддержка. لا ضدك دورك ما سير الله دار أوبل دين ساخل تيرار وزن ده إجوج خاص بس دار ديكنك خلوش سان دار أوبل دين ساخل تيرار وزن ده دار ساخل يول تيرار وزن وقتن ده غوز ما سلولي شوج خاص بس دار دخبار بويل شوين سير بوم شويت سير دوك يوس. Пакеты с продовольствием волонтеры приносили прямо к порогу дома. Такой добрый жест для нуждающихся – это уже традиция, которая продолжается многие годы. قطر ساعة وشتو ساعة دويل سان دير رمضان دير أيماني نسيون دير مس سان دير ساخلها
Всего по республике было роздано 72 тысячи мяса птицы и 216 тысяч буханок хлеба. Масштабы акции с каждым разом поражают все больше. Рука помощи протягивается всем. Медина Мударова, Сайдали Ампукаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская республика. Совещание, посвященное вопросам противодействия экстремизму, терроризму и духовно-нравственного воспитания молодежи, состоялось в Шалинском дворце культуры. В ходе встречи были затронуты ключевые аспекты борьбы с идеологией экстремизма, а также пути укрепления духовных и нравственных основ нашего общества. Особое внимание уделили важности сохранения традиционных ценностей, воспитания молодежи в духе уважения к старшим, любви к родине и приверженности исламу. В мероприятии приняли участие старейшины, имамы, представители вирдов и жители Шалинского района. Студенты Чеченского государственного педагогического университета посетили специальный полк полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятие прошло в рамках ежегодной акции «Студенческий десант». Молодые люди познакомились с распорядком Дня сотрудников, присутствовали на еженедельном построении и ознакомились с историей подразделения музея. Обо всем по порядку в репортаже Рамзана Абуева. Сегодня мы попробуем вам рассказать, как несут службу наши сотрудники, какие есть достижения у специального полка. Студенческий десант высадился в специальном полку полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в рамках ежегодной всероссийской акции. Знакомство ребят с буднями бойцов началось с построения личного состава на плацу, где им провели экскурс в историю подразделения. После они почтили память павших защитников Отечества. За 20 лет верной службы нашему чеченскому народу и нашей республике 165 сотрудников специального полка полиции отдали жизнь. Затем участники, это 30 студентов Чеченского педагогического университета, посетили музей. Здесь представлены уникальные экспонаты, добытые в результате многочисленных спецопераций. Есть даже трофеи с места проведения СВО. Здесь представлен специальная военная операция на территории Донецкой Народной Республики с 29 марта по 27 апреля. Это самые ожесточенные бои, которые у нас проходили на территории Мариуполя. Благодаря сплоченной работе, благодаря руководству Рамзана Ахматовича нам удалось полностью зачистить множество кварталов города Мариуполя, освобождать мирное население. Цель акции – сформировать у молодого поколения положительное восприятие работы полиции, повысить престиж службы в органах внутренних дел и привить законопослушное поведение. Мы проводим эту акцию и приглашаем сюда студентов уже не впервые, потому что мы считаем, что самая главная задача для нашего подрастающего поколения – это показать пример героев. Показать пример той работы, которая была проведена. После полицейские провели показательные выступления. Их задача заключалась в освобождении здания от условных бандитов. Бойцы оцепили здание, подъехали на бронированных грузовиках и БТРах и успешно провели штурм. В их активе сотни успешно проведенных спецопераций, поэтому у этих бойцов есть много интересного, что можно продемонстрировать и рассказать молодому поколению. Ребята активно снимали все на мобильные телефоны, задавали множество вопросов и поблагодарили за увлекательную экскурсию. Впечатления у меня просто отличные. Мне очень сильно понравились эти звуки выстрелов, как они оперативно делали свою работу, свои, так скажем, вот эти тренировки мне очень понравились, как они приехали на машинах. Это является очень важной частью, чтобы показать все это нашим студентам, потому что студенты многие не знают, не знакомы с этим процессом. И нужно максимально часто делать такие мероприятия, чтобы они понимали, каково это. Акцию организовало Министерство внутренних дел по Чеченской республике. Она приурочена ко Дню российского студенчества и продлится до 26 января. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская республика. Стена республиканского комплекса общего дополнительного образовательного лицея «Квант» проходит региональный этап Олимпиады для школьников. Он организован Центром выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат». На данном этапе участвуют 9-11 классы. Всероссийская олимпиада предоставляет возможность не только показать свои таланты, но и стать студентами ведущих вузов страны. Мадина Нусалчиева подробнее. Всероссийская олимпиада школьников – это крупнейшее интеллектуальное соревнование в России, в котором ежегодно участвуют школьники по 24 предметам обучения.
Конкурс по химии проходит на базе Республиканского образовательного комплекса «Квант». Его организатором выступает региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Ахмат». В настоящее время идет региональный этап для школьников 9 и 11 классов. Олимпиада по химии делится на два этапа. Теоретический, где дети решают письменные задания, и практический, где они выполняют задания в лаборатории и на практике. Я участвую второй раз. В прошлом году я тоже участвовал в Олимпиаде. Также сталкивался со всеми этими заданиями. В 10 классе примерно похожие, но чуть-чуть посложнее. Я не так сильно волнуюсь, но в прошлый раз волнения было больше, чем сейчас. Теоретическое сложнее, потому что в практической части ты наблюдаешь за всеми процессами, ты создаешь какие-то опыты. Более все понятно. В теоретической тебе выдается задание, и ты должен разобрать задание, полностью решить. Все эти ребята прошли в региональный этап не просто так. Каждый из них сначала стал победителем или призером школьного, а потом уже и муниципального тура. Олимпиада проходит под внимательным присмотром организаторов. Главное — это не переживать, отмечают они. Спокойствие и сосредоточенность — главный ключ к успеху. Они сегодня должны провести практическую работу, лабораторную работу, то есть все это описывают, делают выводы, анализируют, фиксируют расчеты. Участникам хочу пожелать удачи, достичь хороших результатов. Статус победителя, призера или даже участника регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников может дать дополнительные баллы при поступлении в вуз. Однако учитывание таких достижений зависит от правила приема конкретного учебного заведения. Мадина Нуцалчиева, Моусар Хаджиев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. В Национальной библиотеке имени Абузара Айдамирова прошла презентация сборника стихов Ибрагима Юсупова. На мероприятии собрались родственники, представители интеллигенции и общественные деятели. Поэт начал писать стихи в 14 лет, однако при жизни не успел выпустить отдельный сборник. Тем не менее, его произведения часто публиковались в республиканских СМИ и литературно-художественном альманахе «Орга». Ибрагим Юсупов планировал поступить в Московский литературный институт имени Максима Горького и даже успешно прошел творческий конкурс, но в июле 1982 года в возрасте 23 лет его жизнь трагически прервалась. Многие стихи, рассказы, другие работы автора были утеряны в годы лихолетия. Норчи Республики Яздорова, Союз, председатель, Ельцая Аламада. Цун Бейч Хилар Хаахин, Иш Йоза Йозен. Дал Мола, Вайцун Гулар Арио Карюкал, Ишт Сацамбина, Ишт Остяха, Юсуфо, Ибрахим Вашу, Айлман Бош, Вайн Вölшвал, Дунина Авозавöш Поэту, Норчи Мат, Верси Мат, Шведи Мат Яздеш. Акцейр Кицхавашу Ильяс Бош. Тан леш дина хотняха يقير شكولي عن نوخشي موت لتراتورا يوخش أوت إليسا علمانا سحاق لنا شين يذكر وشيرك لغالي نص متى إيش وشتانا سيوزي حيين هركينشكا إشتا ديلا عريال. По поручению главы республики улицы, ведущие к социально значимым объектам, асфальтируются в первоочередном порядке. В краткие сроки в Чечен-Ауле заасфальтирована и благоустроена улица протяженностью в 1 километр. Подробности в материале Турпалали Тайсумова. Не так давно в селе Чечен-Аул, входящее в состав городского округа города Аргун, открылась новая школа, а кроме того заложено строительство детского сада. Единственным недостатком был гравийный дорожный участок. По инициативе общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова здесь провели укладку дороги. Ее протяженность около 1 километра. Сроки были максимально короткими. Как только погода нормализовалась, асфальт был уложен по всем стандартам. Фонд Ахмата Хаджи Кадырова دير سرنا خلا تون اور يش خناحة تون ناقصي خلا نقع بلانوين دعس دويش البير هما دعس تغرقات خلر توا ماشين يعني خلر يدو دقنك تون ديلا فند عبول شهر دقنا وصل دي قطع ديل ريز خيل سان يرتقي بركل بوشبو دال دي عبيرت كيل ديل ريز خيل مصرنا حق دا ميال لحچول چنا اخو اور كورتنگ و مخ دينا
Для местных жителей очень приятно, что их просьбы и пожелания исполняются властями незамедлительно. По мере возможности такие благоустройства идут везде в субъекте. Рассказать обо всех непросто. Хожа Яхьяев и Алхазур Астамиров, как и многие люди их возраста, проживают здесь всю жизнь. И, как они отмечают, из года в год наблюдают преображение. سلام دل شولت مرش وقیل حال از مرش حواش فستگنا مرش حواش بنیق خود شما دست هندش حوا دوا اتو خلرت لاتسو سونا هشت لیرم بلر سونا ویت احتقش باش کگی چرنا شیسین وزدنگل نیق ستایسا وغر بدرس خست انش علم عام ومتي حابه كان شيء وحاخشنا علم عام ده اتو خلر رمضان قربونس اسوال شيء كنتون سويتيا وشيتون تاق إشكال نطون دديش دولوقش دقني نقطم دديش لهتش دو تاق هودرا من ألش ديك ميدك دقتون ديش ديك دال هرسة تايب بلاشم قزع مسو يرتش كعبة إيمان إسلام دال حقل قيتم دين الويلخ دال إيمان الويلخ بوق شيش نابينك قزع سن مسو هو يمخش كع رمزا كيكوش بيتيا مسو نابينك خصوش. Данная помощь, направленная на комфортное проживание граждан, это малая часть проделанной работы. Дополнительные объекты инфраструктуры со всеми условиями еще предстоит ввести в эксплуатацию, чтобы люди не только могли учиться и развиваться, но и трудоустроиться. Если раньше в непогоду на данном участке было много грязи, то теперь этой проблемы не существует. Дорога проложена качественно, остается лишь нанести разметку. Турпал, Алита, Исумов и Ислам Нацуров. Вести. Чеченская Республика. Дикий отдых – такое название получил комплекс с туристическими домами в древнем селе Хой, расположенном в Веденском районе. Это формат отдыха на природе с отказом от привычных благ цивилизации, полная уединенность в живописном Чеберловском ущелье и отвлеченность от серых будней в тишине и покое. Подробнее об условиях, которые ожидают туристов, расскажет Турпал Алита Исумов. Селение Хой – одно из самых древнейших на территории нашего субъекта. Его восстановление и развитие держит на личном контроле руководитель республики Рамзан Кадыров. Согласно его поручению, здесь построили туристические домики для так называемого дикого отдыха. Суть очень проста. В них нет тех удобств, к которым мы так привыкли, то есть газа, горячей воды и постоянного отопления с электричеством. Вместо этого предоставляется возможность буквально отказаться от изысков цивилизации. Взамен получается отдохнуть в полной гармонии с природой. На фоне спокойствия и тишины, которую мягко дополняет лишь шум местной реки. Она, к слову, берет начало из озера Кизиной-Ам, при этом очень чистая. Водится даже форель, которую можно при определенной ловкости поймать и приготовить здесь же. Несколько компактных домиков расположены в особенно живописном Чеберлоевском ущелье, построены в рамках программы «Социально-экономическое развитие горных районов». Как рассказал нам инвестор Али Атагаев, место выбрано не случайно, а для безопасности и удобства. Ущелье, горы, в любом случае дикие места, мои вообще. Первым долгом для безопасности людей, расположения друг от друга, видимость. И второе, чтобы каждая команда, то есть каждый туристы, которые приезжали, поселялись в домик, что не мешали друг другу ни шумом, ни гаммом, каждый уединились отдельно. Ну и самое главное, чтобы все это мероприятие, если бы не было бы безопасности, к нам туристы бы не ехали бы. А безопасность глава республики, создатель, устойчивейшая. Открытие таких домиков – это не только отдых для туристов, но и рабочие места, которые будут очень кстати тем, кто проживает в высокогорном районе. А он очень привлекателен, и, приехав однажды, захочется вернуться. В общем, إشاعة دكتور دايشورك وين глава республики Рамзан Ахматович резал. Дальше будем продолжать. Дик агохилайта. Кахи горду койда алмола. Варида диссана вайн прошлое мадей так. И остановитесь. Вообще хазгит багардан дац. Ша масарна цигак амял хагчарна хаягайтенч. Эта инициатива, на первый взгляд, небольшая, зато даст толчок для дальнейших больших открытий, которые повысят инвестиционный и туристический потенциал. Стоит отметить, что здесь уже были гости из Сибири. Для них мороз и ветер как родной дом. Даже не имея всех современных удобств, можно насладиться прекрасными видами и
вернуться с позитивным и прекрасным настроением. Турпал, Лолита Исумов и Шамсуди Джабраилов. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.